медицинского института покажем вам, на что способны. Волонтеры-врачи, словно лучик ночи в темноте захворавшей России, поется в песне. С 25 марта 2020 года начал свою работу волонтерский штаб «Мы вместе» Всероссийского движения «Волонтеры-медики» и Общероссийского народного фронта. Штаб ведет ежедневную работу по оказанию помощи населению в покупке лекарств и продуктов, доставке льготных лекарств и социальных продуктовых наборов. За период работы выполнено более 25 тысяч заявок от населения. Медикам помогали в эту трудную минуту студенты и врачи-ординаторы нашего Бурятского государственного университета. В честь этого поприветствуем наших студентов и волонтеров с песней «Волонтеры-врачи». Бурными аплодисментами, друзья! Ну что же, а мы двигаемся дальше по нашей программе, и на очереди у нас... Что это было? Алтар, я думаю, стоит проверить, что там происходит. Так, кажется, вы правы. Подождите минуту. Слушай, я, кажется, поняла, в чем дело. Что такое? Долго объяснять? Наши ребята сейчас все покажут. Встречаем бурными аплодисментами!
なるほど。待ってくださいよ。見込みゼロ。Как же я люблю музыку. Что тебя в ней так привлекает? Все, слушая музыку, хочется мечтать. Музыка вдохновляет меня. А самое главное, мне нравится, когда будет несколько исполнителей. Тогда я уверена, что тебе и нашим зрителям понравится наш следующий номер. Встречайте бурными аплодисментами трио «Драма Меломана» с песней «Перемирие».
Следующий номер ничем не хуже. Я уверен, вы будете удивлены не меньше. Ladies and gentlemen, дамы и господа, встречайте иллюзиониста медицинского института Сергей Комиссаров! Israel was in Egypt land. Let my people go. Prophets so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down. Go down, Moses, Moses. way down in Egypt land. Tell Pharaohs to let my people go. Дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось? Да, зима не успела закончиться, а я по ней так скучаю. А я не вижу смысла тосковать. Да почему же? А я знаю девочек, которые позволят всем вспомнить былую и волшебную атмосферу. И как же?
Сейчас вы узнаете, ведь на сцену приглашается команда медицинского института с танцем Frozen. Бурные аплодисменты, друзья! Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Macarena. Hey, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Hey, Macarena. Hey, Macarena, Macarena. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Hey, Macarena. Hey, Macarena, Macarena. Bitches on my stick, put my name in Harry Potter. She lick it up, make it disappear like Tata. Why she asked for some dollars, not a bitch getting out of it. Как же все-таки сильно могут изменить человека такие вещи, как алчность, гордыня, гнев, зависть. Полностью с тобой согласен. Наш мир изменчив, единственное неизменчивое – это грехи. Давайте же посмотрим, как они обустроились в нашем современном мире. Встречайте, аукцион 7 смертных грехов.
большой любви, семьи. Какую бы цель вы ни преследовали, скорее всего, вы лжете самому себе. Но как? Но вот как человек может не любить самого себя? Ведь это же самое прекрасное чувство на свете. И нет ничего лучше просыпаться с утра в лучах собственной славы, когда эти людишки то и дело восхищаются тобой. Вот дамы, женщины, определенно желают быть в центре внимания. Каждый день духи, помады, часы, проведенные у шкафа. И все это ради того, чтобы понравиться мужчинам. Возможно, но скорее всего девушка, вся надушенная, накрашенная, в самых восхитительных туфлях, будет с прищуром улыбаться, скрывая своего ненасытного демона, который будет убиваться охами и ахами, окружая ее. А мужчины, думаете, вы обделены моим сладостным духом? Вон сидит парень, шикарно одетый, а рядом с ним красавица-девушка. Счастливец, скажете вы. Согласна. Ведь от него так и прет жар собственного восхищения самим собой. Теперь вы видите, мне подвластны абсолютно все. От этого наркотика невозможно избавиться. Так и зачем? Ведь лучи славы так сладостны. Ох, как же ярко. Но перейдем к следующему лоту, который будет по вкусу всем сладкоежкам и любителям заглянуть ночью на кухню. Чревоугодие. Ребят, а кушать не хотите ли? Может быть, хотя бы чайку? А что у нас там есть? Как? Совсем ничего? Даже крошки хлеба? Какая бестактность. Согласитесь, наш вечер был бы весьма прекраснее, если бы на столе стоял борщ, соляночка, картошечка, а на десерт оладьи, круассаны, пончики, и все это покрыто тягучим шоколадным сиропом. Спасибо, хотя бы за пирог. А вот и демоны уж на подходе. Во все хмелеет от удовольствия, что испытывают молодые люди, наедаясь. Эх, ни на что не променяю свою участь. А разве что на жареные пельмени. Лот номер 3. Богатый, знаменитый и таки, скорее всего, страдает болезнями накопления. Алчность. Все они поют о вечном, неосязаемом. Посмотрите на меня, я не наркоман и не обжор, а и они не ищут этих ленивых людишек. Мы-то все знаем, к чему люди стремятся, верно? Правильно, к богатству. Вы только взгляните на всех этих предприимчивых ребят. Все они куда-то бегут, что-то пишут, обманывают. Если я их попрошу, они даже убьют за последнюю монетку на земле. Здорово, верно? Но вижу в ваших глазах надежду на то, что деньги все-таки на что-то нужны. И сейчас посыпятся ваши варианты. На бриллианты, дорогие машины, фуагра или вино. Но уверяю вас, это скорее предпочтение клиентов моих коллег. Своих же клиентов я посажу лишь на самые влиятельные места, швейцарские банки и правительственные кабинеты. Ведь моим клиентам деньги нужны лишь для счета, деньги на карточке. И чтобы ни одна пачечка, ни одна купюрка, ни одна копеечка или даже 1000 копеечка не пропала в чужих ненасытных руках. Перейдем к 4-му лоту и погрузимся в атмосферу тлена и безысходности, уныния. Так забавно. Спешки, старания, амбиции. Но чем бы вы ни занимались в этой жизни, вас всех ждет один конец. Мой грех не страшен, но не слаб. Я имею власть над каждым человеком. Вот, взгляните на девушку. Уже в который раз ее бросает парень. Пожалуйста, поплачь. А тебе вспомнят лишь тогда, когда тобой захотят воспользоваться. А вон там сидит парень. Парень, в который раз ты уже меняешь свою работу. Тебе приходится сидеть на шее у своих успешных друзей. Тебе
никогда не стать таким, как они. Тебе говорят, не унывай, начни все сначала. Это сильные слова, но мой грех сильнее. Зачем сопротивляться ему? Ты можешь просто сдаться мне. Все знают это чувство бессилия, когда видят, что нет выхода, когда попускаются руки, плачешь, один, никому не нужный. Решайся, тебе будет спокойно во власти моих демонов, ведь там нет ничего. Смотрю, кое-кто из вас уже попал под власть предыдущих грехов. Но не спешите. Я знаю грех, который порабощал каждого и не раз. Лот номер 5. Зависть. Вы тут хвастаетесь своими грехами, но чем мой грех хуже, пока люди не равны между собой, я имею все права на существование. Вы думаете, есть настоящая женская дружба? Ха, не смешите. Вот смотрите, сидят две подруги, мило улыбаются, сплетничают, но одна другой страшно завидует и желает скорейших провалов и неудач. Или же загляните в любой офис. Все коллеги соперничают между собой, и стоит одному из них преуспеть, то остальные превращаются в смесь. А офис – террариум, и все сами того не понимая попадают под власть моего греха. И как прекрасно, что на свете так мало людей, которые могли бы избавиться от меня. Да и кто знает, навечно ли. Я смотрю, кое-кто начал плеваться ядом. Но потерпите еще чуть-чуть. Представляю вам лот номер 6. Гнев. Ни один смертный не спасется от меня. Я восхищаюсь, смотря на людей, когда они бронятся каждое утро в метро, ссылаются на крики и орут друг на друга дома. Ненависть. Как мне нравится, когда они произносят это слово. Они будто взывают меня. Да чего вы тихие такие? Ты разбей что-нибудь, да погромче, а ты сдави ее так, будто раздавить хочешь. А то устроили тут сбор великодушных. Давно этому миру не хватает войн. Как бесит, когда эти жердяи в толстых костюмах решают проблемы, решаемые исключительно кулаками и ножами, своими этими демократическими мерами. Вот раньше смертные казни, пытки, кровавые драки из-за неудачных сделок. А сейчас бесите! Ненавижу! Тише, тише! Попрошу немного тишины. Самый страстный лот я оставила на десерт. Похоть. Если задуматься, то времена Ромео и Джульетты давно прошли. Не смешите, кого сейчас интересует преданность, романтика. Оставьте все это в книжках для девочек. Как по мне, так намного загадочнее и интереснее та страсть, что прожигает мужчину, когда он смотрит на проходящую мимо девушку с алыми губами и стройными ногами. В его голове сейчас творится столько желаний, и у девушки, несомненно, те же мысли. И вот между ними пролетает не одна тысяча искр. Их уже ничто не сдерживает, они вовсю выражают природу в страстном поцелуе, а может и в чем-то большем. Некоторые из вас сейчас подумали: ах, любовь! Но что вы на это скажете, когда узнаете, что уже завтра они побегут в поисках новых удовольствий, чтобы поддержать тот животный огонь, что прожигает их душу и тело изнутри? Мне нравится, что 21 век побуждает людей не скрывать свою истинную сущность и страсть. Сейчас людей уже ничто не сдерживает испытывать все больше и больше удовольствий. Да и зачем испытывать? Лейте же больше масла в тот огонь. Мои демоны столь же ненасытны до страсти. Прекрати! В твоей похоти нет никакого смысла. В моей? Ты Да. просто ей завидуешь. У нее есть отношения, а у тебя нет. А может, пожалуйста? Так, успокоились? Встали на свои места? А то я так от вас никогда не избавлюсь.
Недавно, прогуливаясь по вечернему Улан-Удэ, я посетила значимые для меня места. Эмоции, которые ты получаешь просто прогуливаясь по городу, это незабываемо. Как же я тебя понимаю. Слушай, а ведь следующая песня от Джамбаловой Алюны будет как раз о нашей родине. Не терпится услышать. Тогда встречайте бурными аплодисментами Жамбалова Арюна с песней «Мини Бурят Ором». бурятский язык и как красиво звучат песни на нем. Культура Бурятии очень многогранна. А что ты думаешь о народных танцах? В них есть все. Лаконичные движения, порыв энергии. Эх, я бы хотела сейчас это увидеть. И как раз сейчас для вас выступит ансамбль медицинского института с танцем «Алтан Карел». Встречайте бурными аплодисментами!
такие моменты, когда душа рвется наружу, словно крик. И кто-то спасается через разговоры с близкими, а кто-то через творчество, а именно через песню. Встречайте на сцене Алтынай Бурбу с авторской песней «Крик». концерт. А завершить его хотелось бы душевной песней про незабываемые студенческие годы в Бурятском государственном